Тынчасенмесиз Аланла. В этом видео я хочу поднять такую тоже, на мой взгляд, очень тяжелую тему, как текметчики, татаркуловы и евразийцы. Откуда такая собачья преданность российским оккупантам? Я долгое время размышлял об этом, и на самом деле ничего, кроме финансовой мотивации, мне в голову не приходит. Разумеется, назойливо лезут такие мысли, что это может быть потомственные служащие Российской империи, да? Ну, исходя из их поведения, исходя из их действий, это на то похоже. Вот. Кайдан түзесем да, терсесем да, жазығыз, айтығыз, сіз да не сағаш еткеніңізіне. Бірге сағаш етейік, ойлайық. Ну, мне кажется, что здесь каких-то вариантов, что эти лица когда-нибудь встанут на сторону нашего народа, вообще в природе не существует. Я объясню почему. Вот был конфликт в Кёнделене, и тот же Татаркулов, Алий, он в этот момент решил посидеть сразу на двух стульях. Это был критический момент для нашего народа на самом деле. Конфликт в Кёнделене 2018 года. Это было такое время, когда любой человек абсолютно точно мог сказать, что происходит беспредел, что наш народ подвергся нападению со стороны пещерных шовинистов в большом при том количестве, да, которые решили, что им все можно. Вот. Но вот в такой момент, где все было в принципе очевидно, где все было понятно и доступно, лицо, которое изображало из себя долгие годы такого ревнителя, хранителя Карачаево-балкарского народа, оно вдруг решило на двух стульях усидеть. Тогда я понял, что ничего общего у него с нами нету. И вот до сих пор, как бы до сегодняшнего дня, я только нахожу этому очередные подтверждения. Такие вот мысли, Аланла. Эсен Кюрешей.